Статистика в стране показывает, инсульт с каждым годом молодеет. Сегодня медики стали чаще ставить такой тяжелый диагноз людям до 40 и даже до 30 лет. Важно распознать болезнь вовремя. Именно это поможет избежать тяжелых последствий. Ежегодно от инсульта в нашей стране погибают более 200 тысяч человек. Еще столько же остаются инвалидами. Очень часто ни сами больные, ни люди, которые их окружают, не подозревают, что у них инсульт. Многие пациенты рассказывают, в первые минуты почувствовали очень сильную головную боль, которую сравнивают с громом. Она резко поражает участки головного мозга, а далее организм слабеет и просто отказывается работать в привычном ритме. Инсульты – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое развивается в результате закупорки сосуда, и в результате нарушения кровотока в определенной зоне головного мозга, и ткань мозга погибает. Существуют факторы риска, это те патологические процессы, которые способствуют и определяют уровень кардиоваскулярного здоровья наших пациентов. И вот в свою очередь они подразделяются как на коррегируемые, модифицируемые и немодифицируемые. И вот эти коррегируемые факторы, к которым и относятся вот эта артериальная гипертензия, это сахарный диабет, это курение, это дислипидемия, это вот отложение липидов, дислипидемия, они являются факторами риска для наших больных. Среди главных признаков инсульта – изменение походки и асимметрия лица. Человек не может улыбнуться и показать язык. У него двоится в глазах, понижается чувствительность, наблюдается слабость в руках и ногах, тошнота. Все эти нарушения провоцируют гибель участков головного мозга. Инсульт сегодня лидирует в мире и в нашей стране в списке причин смертности. Заболевание в некоторых случаях проходит бессимптомно. В таком случае диагностировать и оказать первую помощь очень сложно. Поэтому важно своевременно предупредить инсульт. А людям группы риска лучше проводить профилактику. Вот эта система мер по предупреждению развития инсульта, особенно первого инсульта, это первичную профилактику, что включает, она очень актуальна. Это борьба с той же артериальной гипертензией, это борьба с сахарным диабетом, который является тоже одним из ключевых факторов риска. Это, в свою очередь, скажу, что снижение артериального давления на 5-8 мм ртутного столба уже на 40% снижает риски у таких больных. И своевременная коррекция, терапия сахарного диабета также способны уменьшить эти риски инсультов в 2 раза. В нашей республике созданы прекрасные условия, которые помогают людям, перенесшим инсульт, прийти к нормальной, здоровой жизни. В Ингушской республиканской клинической больнице больше 5 лет работает отделение сосудистой неврологии. Здесь в кабинете лечебной гимнастики установлено современное оборудование. В зале работает как инструктор ЛФК, также у нас в штате предусмотрена ставка реабилитолога. То есть с ним занимается реабилитолог, и уже отсюда дальнейшее направляет их на дальнейшие реабилитационные мероприятия. Это может быть либо реабилитация на дому, либо иногороднее лечение, либо в реабилитационный центр, который также у нас функционирует в Троицком. Успех предупреждения инсульта во многом он зависит от мероприятий, то есть он во многом мы полагаемся на образ жизни, который на изменение образа жизни, который включает в себя и регулярная ходьба, и регулярные кардионагрузки. Это питание с исключением легких углеводов, насыщенных жиров. Это непосредственно и лекарственная терапия, но она здесь уходит уже на второй план, потому что изменение образа жизни, снижение массы тела, это является ключевым фактором, который уже непосредственно в борьбе с этими факторами риска, который уменьшает вероятность инсульта. День борьбы с инсультом отмечается ежегодно с 2004 года. Дата призвана привлечь внимание мирового общества к такой важной медико-социальной проблеме. Каждый может избежать инсульт. Важно думать о своем здоровье и хотя бы в неделю несколько раз заниматься спортом, питаться правильно и реагировать на сигналы организма. Любая болезнь дает о себе знать. Главное – не игнорировать симптомы и вовремя обратиться в ближайшее медучреждение за медицинской помощью. Лина Сычоева, Адам Далаков, Новости 24.